Якутии я впервые. И мне очень у вас понравилось. У вас такая энергетика на территории, у вас такое гостеприимство, такое радушие, что вот ты как только сходишь с трапа, тебя вот прям вот окутывает это все. У вас такая суровая природа, что вот она способствует тому, чтобы все продукты, которые были жутко качественные и полезные. Я вижу, что повара и владельцы, они вот следят за тем, чтобы сохранить аутентичные рецепты, и они этим активно занимаются. Это очень здорово. Я сегодня попробовала многие вещи, которые я раньше не пробовала. Я вообще потрясена была о том, что вот панты оленя можно, оказывается, есть. То есть я единственное, что там могла подумать, что это можно использовать как биодобавки, как ванны, настойки, что, оказывается, их еще вот вымачивают в молоке и едят. Это для меня большое открытие, потрясающе. Вы наверняка все эти свои рецепты, блюда наверняка знаете. И нужно хотя бы вот раз в году на них как-то смотреть по-новому. Потому что ведь очень важно, чтобы эти рецепты улучшались с каждым разом, понимаете, модернизировались. И важно подвигать шеф-поваров, чтобы они вот сейчас закончится фестиваль, вот у них есть следующий год, чтобы они показали на следующий год опять свое прочтение своей кухни. Ведь они же не должны стоять на месте. И, соответственно, вот этот фестиваль, он должен давать толчок к развитию дальнейшему вашей национальной кухни. Очень молодой, но очень компактный, такой дружный коллектив, который все участвуют, начиная от мучного цеха до официантов и до администраторов. И в этом году мы очень готовились, потому что нынче условия совсем другие. Это там все было по положению, по граммам, по рецептуре, по технологии. Да, вот жеребятня, собственно, с окуски дровым орехом есть. Вот рыба чир на гриле с запеченными овощами есть. Вот это блюдо и вот это муссовый торт, который вот из морожки, которая у нас на севере, как называется, апельсинкой, северной апельсинкой. Вот мы ее как бы заготавливаем, и вот ее делаем начинку для муссовых пирожных. Поэтому и название соответствует тотохана. Она переводится с удовольствием сытно покушать, с удовольствием попить чай, с удовольствием поговорить с друзьями. В прошлом году, когда мы участвовали, нам эксперты сказали, что
Да, хороший, да, неплохо готовите, но у вас помещение очень маленькое. И мы решили этот вопрос решить и сделали вот такой таежный, северный ресторан. Она называется «Берген». Понты молодого оленя отваривается в молоке, но потом нарезается и, ну как, если говорить по-русски, то как чипсы кушает просто. Оно хрящик с кровью получает, ну вот такой молодого оленя. Ну, конечно, вот у нас якутский ресторан в общем направлении, поэтому мы стараемся старинные рецепты показывать, приготовить из оленей, из жеребятины. Ну и в дальнейшем будем еще старинный рецепт приготовить, раскрыть свои секреты. Приглашаю всех на Новый год в дом отдыха «Берген», который находится по Маганскому тракту, 6-й километр. Просто участие, вот честно, мы вложили своим коллективом душу сюда. Победим, не победим, это же не столько важно, важно участие. Я надеюсь, что наш коллектив сумел вложить вот именно вот то, что мы сегодня показали, душу. Участвовали абсолютно те, кто работали у нас. Даже я танцевала сегодня русский народный танец. И девочки мои стихи, гостей встречали. То есть мы душу вложили полностью в сегодняшнее мероприятие. Но я надеюсь, что всем понравится. Мы стараемся делать уклон на национальную кухню, ну больше к русской, наверное. Квашеная капуста. Между прочим, рецепт не буду говорить, но по старым традициям мы ее делаем. Советую тоже приехать попробовать. Все своими руками делаем, мы не покупаем ничего.
Сегодня мы подали мой фирменный пирог рыбный, который меня еще бабушка учила готовить. Там особенное тесто, но особенная местная рыба. И все это вот я воплотила в одном, и он безумно вкусный, и его хочется кушать и кушать. А колдуны – это вообще русское блюдо. Да, это делается пельменное тесто, а вовнутрь выкладывается квашеная капуста с фаршем из говядины. И самый смак вот в этом блюде, то, что они должны выморозиться перед готовкой. Когда их начинаешь готовить после заморозки, они такой дают безумный вкусный аромат и сок. Это вообще, это надо приехать к нам и попробовать. Сегодня в ресторане, в котором мы сейчас находимся, Ренабо, нас накормили очень интересными национальными блюдами. Замечательный совершенно шеф-повар, который не понаслышке знает о национальной якутской кухне. Она собирает рецепты деревенские, всякие разные. И сегодня показала свой класс со своей бригадой, которые сумели удивить судей. И мы сегодня, конечно, получили истинное наслаждение. Да, мы когда подъехали, значит, к этому комплексу, то увидели, значит, одного из наших членов жюри, Сырникова Максима, который, значит, управлял санями на собаках, был одет в какую-то огромную шубу из волка, по-моему. Просто замечательное зрелище, мы все перефотографировались. Но кроме кулинарного наслаждения получили еще эстетическое. Удачи вам, зовите нас всегда. В этом году все-таки большой акцент делали еще на подаче, то есть более такие классические варианты, более традиционные для наших гостей, ну, то есть гостей республики именно, да, чтобы они сразу могли понять, что это, какой соус, какая технология приготовления, да, чтобы им проще было ориентироваться. Мы в этом году, допустим, очень много использовали технологии сous-вид приготовления блюд. Главная причина того, почему мы участвуем ежегодно в этом конкурсе, потому что с каждым годом все становится интереснее. И мы развиваемся, и конкурс развивается. Это открывает новые горизонты для развития. Люди ходят в ресторан, они должны попробовать то, что они дома не едят.
То есть надо идти к этому и стремиться к этому. Допустим, то, что если говорят лучше как дома, так зачем ходить в ресторан? Вот такой же вопрос есть. Так надо нам подтягиваться в ту сторону, которая дома невозможно приготовить, или слишком долго готовится, или, допустим, чего-то невозможно приготовить дома. Такие вещи надо готовить именно в таких заведениях, в которых можно было бы прийти, покушать, новые вкусы узнать. Сейчас я изучаю рыбу не только вот, а в основном, когда у нас, если рыба заходит, то ли семга, то ли чир. Допустим, мы киту вообще не используем, ряпушку не используем в блюдах. Они должны быть и обязаны быть прямо в блюде. Способы приготовления рыбы, их тоже множество. Допустим, су-вид, жареный, вареный, пареный, гриль. То есть горячего копчения, холодного копчения. То есть вот эти разновидности, это просто основные направления. Вот эти. А нам надо, вот, чтобы с каждым направлением еще ветки, то есть под ним еще блюда есть. То есть вот надо вот это изучить и хорошенько идти в эту сторону. Усадьба Атласных, они, конечно, очень удивили нас. Действительно, вот чувствуется, да, вот кухня, уровень у них повысился. И он применяет разные технологии, да, это копчение, вяленое, да, мясо, технологию су-вид применяет, также мороженое, да, то есть разные технологии применяет. И в этом плане, конечно, они молодцы, да, продвигают местные продукты, готовят из него вкусные, салаты очень-очень вкусные, удивили. И, в общем, желаю всем участникам, чтобы они к приготовлению пищи подходили с умом, подбирали продукты, чтобы они друг с другом сочетались, и общий баланс был вкусовой. Конечно, наши рестораны, они сейчас более уже такими клиент-ориентированными стали, они встречают каждого гостя, ну, не делят их там как-то по категориям, да, и все очень радушно встречают официанты, очень внимательные, стараются, и, конечно, если с ними постоянно заниматься, работать, обучать, конечно, уровень поднимется.